Добрый вечер. Татарстан известен своими нововведениями в дорожной сфере, но теперь уже в более широком смысле. Ситуация с весогабаритным контролем настолько серьезной, что перед въездом в республику фуры делят груз на несколько автомобилей. В Татарстане установлена масса весов. Водители большегрузов жалуются и пытаются республику объехать. Почему? Это программа «Татарстан без коррупции». Мы в прямом эфире. В момент загрузки транспортного средства перегруза по осям нет, но, соответственно, в процессе движения, ввиду того, что продукция является достаточно сыпучей, а рельефной дороги она существует, выходит так, что АО «Амони», как грузоотправителя, штрафует по статье 12.21.1, привлекает к ответственности. Вот, соответственно, у нас вопрос такой: какие технические, технологические, юридические, правовые мероприятия может принять АО «Амони» как грузоотправитель для того, чтобы избежать такой ответственности? На основании какого нормативного документа на 1042 километре федеральной трассы М7, отрезок Москва-Уфа, на СПВК-7 Кана в качестве допустимой осевой нагрузки установлено 10 тонн на ось? Когда, согласно выписке Росавтодор из Единого государственного реестра автомобильных дорог России, данный участок дороги относится к категории 1Б, для которой допустимой нагрузкой на ось является 11,5 тонн. Возможно ли оплата на месте без составления административных материалов? Вопросы острые и насущные. Что нужно знать о превышении весогабаритных параметров транспортных средств, а также о придорожном сервисе и контроле за установленными вдоль трасс рекламными конструкциями? Поговорим сегодня вместе с гостями в студии. Рустам Камилович Гаязов, главный советник управления президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Эрликич, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Викторович Разумнов, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан. Добрый вечер, Гульнара. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер. Рифкат Нургалиевич Миниханов, директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения». Эрликич, добрый вечер. Эрликич. Ильдар Ашитович Насибуллин, заместитель начальника федерального казенного учреждения Федеральное управление автомобильных дорог Волговятского региона Федерального дорожного агентства. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Расскажите нам о своем опыте весового контроля на дорогах республики. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы будет работать электронное голосование. Тема интерактива сегодня: как вы оцениваете весовой контроль в Республике Татарстан, на которую предложено 3 варианта ответов. Голосуйте. В конце программы подведем итоги. Александр Викторович, как вы думаете, на ваш взгляд, как распределяются ответы в конце программы и как бы проголосовали вы? Ну, судя по вариантам ответов, это будет зависеть как раз от количества респондентов, которые будут отвечать на поставленные вопросы. То есть, если это будут грузоперевозчики, водители, то, скорее всего, есть вероятность, что они будут отвечать более, скажем так, большее количество ответов поступит на второй или третий вопрос. Усложнили жизнь перевозчиков, да? Ну, наверное. То есть, но если оценивать это с точки зрения простого обывателя, и я бы сам лично, естественно, как сказать, даже не то чтобы естественно, а ответил бы на первый вопрос, потому что действительно дороги стали лучше. И об этом можно судить по высказыванию, скажем так, грузоперевозчиков и водителей, которые приезжают к нам с других регионов. То есть я бы ответил на первый вопрос. Спасибо. Рустам Камилович, судя по тому, что поднимаем такую тему, проблема-то все-таки есть. Да, мы продолжаем цикл передач по антикоррупционному просвещению населения, проводимому под патронажем нашего президента Рустама Нургалиевича Миниханова. Многие из нас являются автовладельцами, передвигаемся все мы по федеральным и региональным дорогам, и не всегда качество дорожного покрытия соответствует нашим ожиданиям. В 2017-2018 годах на ремонт республиканских дорог из бюджета республики выделено порядка 50 миллиардов рублей, но одной из причин разрушения дорожного покрытия, несомненно, является перегруз
учреждением, контролирующим обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния дорожного покрытия, является государственное бюджетное учреждение безопасности дорожного движения, сотрудники которого осуществляют весовой и габаритный контроль. К нам в аппарат президента поступают обращения граждан, предпринимателей, различных сообществ перевозчиков о спорных ситуациях при проведении весового контроля. И сегодня в нашей студии мы поговорим по этому поводу, попробуем ответить на все вопросы. И составить таким образом своего рода дорожную карту. Дорожную как карту, должно быть, так? Да. Кроме того, мы рассмотрим вопросы по согласованию строительства и размещения объектов придорожного сервиса и рекламных конструкциях на дорогах республиканских. Кроме того, полагаю целесообразным рассмотреть вопрос разработки концепции размещения объектов придорожного сервиса. Спасибо. Да, сразу конечно. чуть-чуть уточнение. Все-таки вначале, я думаю, дальше передача пойдет в том русле, как определено. Бюджетное учреждение, государственное бюджетное учреждение безопасности дорожного движения не осуществляет весовой контроль. Он оказывает содействие госавтоинспекции и соответствующим структурам, которые отвечают за это направление. Я думаю, больше ответит, так скажем, представитель госавтоинспекции. Просто такая небольшая поправочка нашего коллеги. Хорошо. Как вы сами пресекаете нарушения на дороге? Вы знаете, как у нас в Министерстве внутренних дел есть подразделение собственной безопасности, в ГИБДД есть контрольно-профилактический отдел, и, естественно, эти подразделения не оставляют без внимания данное направление деятельности. Так, например, в ходе проверок был выявлен факт в городе Набережные Челны, когда при выявлении нарушений, попросту говоря, перегруза, нарушений перевозки тяжеловесных грузов, была грузоперевозчиком предпринята попытка замены документов сопроводительных с целью избежания административной ответственности. В этом случае сотрудники, которые были в этом тоже увлечены, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. И более того, скажу, что возбуждено уголовное дело. Хорошо. Рифкат Нургалиевич, вам слово. Тема нашего разговора, к сожалению, началась, так скажем, с негативного. На самом деле и госавтоинспекции, и бюджетные учреждения существуют для позитива, для того, чтобы был порядок на дорогах. Конечно, негатив всегда есть, но если уже с этого мы начинаем этот вопрос, с рассмотрением высокогабаритного контроля, наверное, эта проблема существует. Не наверное, а действительно существует, к сожалению, и те факты, вот, которые привел исполняющий обязанности начальника госавтоинспекции республики. И я должен сказать, что в рамках нашего учреждения существует специальное подразделение, которое занимается выявлением таких нарушений. Причем мы стараемся пресекать это в начале, до совершения самого преступления, чтобы, так скажем, избавиться от таких недобросовестных наших сотрудников. В первую очередь хотел бы сказать, что это выездная проверка, она всегда существовала, негласная проверка. Это такое основное направление деятельности нашей службы. И необходимо сказать, что на сегодня, так скажем, работа сотрудников государственного бюджетного учреждения полностью на ладони. Я знаю, что вы используете квадрокоптеры, чтобы показать, да, если не работает система, так скажем, видеофиксации действий сотрудников самой машины передвижного пункта или стационарного поста, стационарного пункта, это ЧП. Если не работает камера, которая находится у сотрудника, это ЧП. То есть за это, соответственно, несут персональную ответственность тех, кто отвечает за это направление работы, в том числе и тот сотрудник, который вывел из строя. То есть здесь мы проводим большую работу для того, чтобы все движения нашего сотрудника были, так скажем, задокументированы. Ну и вот как вы сказали, сегодня используются квадрокоптеры, но больше квадрокоптеры используются они для, так скажем, контроля, больше, скажем, за контролем работы. То есть наш передвижной пункт работает, соответственно, у перевозчиков свои схемы объезда наших передвижных пунктов, и здесь используются квадрокоптеры. Отдельно вот такое чисто, так скажем, которое стараемся мы исключить коррупционную составляющую в рамках того, что понятно, что все перемещения грузоперевозчикам интересно, где находится наш передвижной, в первую очередь,
пункт стационарный, они всегда на месте. У нас запрещено использование личных телефонов. То есть, когда наш сотрудник заступает на службу, он использует только служебный телефон. Причем все звонки потом детализируются, и наша соответствующая служба это проверяет. Ну и, к сожалению, вот эти... Не сожалеем, да, сожаление мы имеем, вот на слайде вы видели, там 22 ушли по собственному желанию, там 15 привлечены дисциплинарной ответственности. Почему по собственному? Но просто, когда мы уже привлекаем к ответственности сотрудника за, ну, например, за использование, так скажем, личного телефона. То есть, наверное, несовершение преступления. Но это уже при повторном, так скажем, нарушении доходит до увольнения. Спасибо. То есть здесь это большая работа проводится. Хорошо, начнем сначала. Александр Юрьевич, что такое весовой контроль и чем он отличается от Платона? Да, Гульнара, весовой контроль и Платон – это разные системы. То есть, если мы говорим о весовом контроле, то это комплекс мероприятий, направленный на сохранение наших дорог от разрушения дорог, мостовых сооружений, иных сооружений на проезжей части, от разрушения и от колейности. То есть, если мы говорим о том, что едет транспортное средство, оно перегружено с нарушением требований, его взвешивают, и если он приносит ущерб, то для этого нужно либо специальное разрешение, либо это является административным правонарушением. Система Платон – это некая другая система, то есть это система взимания платы за перемещение по федеральным дорогам транспортных средств, максимально разрешенная масса которых 12 тонн, при этом независимо от того, загружен он чем-то или не загружен. Как давно весовой контроль действует на дорогах республики? Ну, весовой контроль, как функция у госавтоинспекции, он существовал всегда, но наиболее, скажем так, активное развитие в Республике Татарстан он получил в 2002 году, когда постановлением Кабинета министров Республики Татарстан номер 154 было создано Республиканское государственное унитарное предприятие безопасности дорожного движения. Тогда функционировало 2 стационарных поста. Если мы говорим о развитии, то сегодня их уже 12 стационарных и 12 передвижных постов весового контроля в республике. Каковы результаты использования этого инструмента на дорогах республики? Результаты: за 9 месяцев текущего года произведено более 6,5 миллионов проверено транспортных средств. При этом инспекторами ДПС выявлено чуть менее 6,5 тысяч нарушений правил дорожного движения. Ну, информация она предоставлена на слайде, да. И чуть более 3,5 тысяч транспортных средств поставлено на специально охраняемые стоянки. Если посмотрим на слайд, то мы видим динамику. По сравнению с 2017 годом нарушений становится гораздо меньше. То есть, из чего можно сделать вывод, что перевозчики и участники дорожного движения, они стали перегружать транспортные средства, то есть загружать их именно в соответствии с требованиями нормативов, либо получать специальное разрешение. Спасибо. Какие машины должны проходить весовой контроль? В целом весовой контроль проходит транспортные средства с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Каковы допустимые массы, пределы массы технического средства? То есть сколько может быть максимально? Допустимая максимальная масса зависит от типа транспортного средства, от его конфигурации, но вообще допустимое максимальное значение транспортных средств, они приведены в положении номер 1 правил перевоза грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации номер 272. Если говорить если можно слайд, давайте вернем. Еще раз покажите, пожалуйста, нам о допустимых нагрузках. Да, на слайде будет наглядно видно. Если мы говорим о двухосном транспортном средстве, то это 18 тонн. Если трехосный — 25 тонн. Ну, соответственно, четырехосный — 32 и пятиосный — 40 тонн. Какой должен быть вес на ось? Вес на ось... Мы только что говорили про допустимые максимальные значения, но на том же слайде было распределение по осям. Значит, и вот эти вот распределения по осям, они указаны в приложении номер 2
этого постановления 272-го. Значит, и, соответственно, там идет развесовка. То есть, если мы говорим о тягаче, то на переднюю ось должно быть 10 тонн, ну и дальше уже от типа транспортного средства. То есть, опять же, на слайде эта информация была представлена, ну и в приложении номер 2 оно есть. Если говорить о нагрузке на дороге, там есть тоже какие-то параметры определенные? Не причинить ущерб нашим дорогам. Есть определенные нагрузки, да, естественно, но, к сожалению, сейчас транспортные средства выпускаются, изготовители транспортных средств выпускают транспортные средства такие, что можно их загрузить гораздо больше, и параметры дорог, к сожалению, не рассчитаны на те нагрузки, которые могут, скажем так, те грузы, которые могут перевозить нынешние транспортные средства. Ну и задача весового контроля как раз уменьшить этот Задача ущерб. как раз Так ведь? весового Хорошо. контроля, да, уменьшить эти нагрузки и сохранить наши дороги. Здесь буквально небольшой комментарий. Не то, что задача весового контроля привести в соответствие. Я бы сконкретизировал, что сегодня производитель транспорта, вот как Александр сказал, ставит в такую ситуацию наших перевозчиков, что он покупает машину, например, 41 тонн, которая общую массу может перевозить, но по весовым нагрузкам, которые на оси, и он выезжает на дорогу, например, на нашу региональную, он может загрузить только 25. То есть изначально производитель выпускает транспортное средство, которое не соответствует дорогам. Или наоборот, сегодня дороги строятся не под те нагрузки, которые транспорт. Поэтому всегда вот тот, кто занимается весогабаритным контролем, в первую очередь весовым, всегда такой получается, что и должен быть порядок, а с другой стороны, у нас сегодня, вы видите, какого-то ножа, машины, и они все при полной загрузке, к сожалению, не могут ездить по нашим дорогам. И вот такая коллизия получается. И, соответственно, государство изначально ставит в такую ситуацию госавтоинспекцию, в том числе мы, кто помогает госавтоинспекции, в разрешении неразрешенной дилеммы на сегодняшний день. Спасибо. Идар Рашитович, как осуществляется контроль на федеральных трассах? Скажем, особого отличия на федеральных трассах от региональных нет. Контроль также осуществляется на стационарных и передвижных пунктах весового контроля. Сейчас внедряется система автоматического контроля, то есть это без остановки транспортного средства. Результаты взвешивания будут являться основанием для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, которая аналогична штрафам за превышение скоростного режима будут приходить владельцы. Спасибо. Кто может осуществлять проверку допустимой массы автотранспорта на всех дорогах? Вот на всех дорогах. Не только федеральных, региональных, местных, республиканских. В первую очередь, конечно, сотрудники госавтоинспекции могут осуществлять проверку, ну и сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Как происходит взвешивание? Остановка транспортного средства сотрудникам госавтоинспекции, проверка соответствующих документов и далее направление на взвешивание. Если мы говорим про стационарный пост, то каждая ось взвешивается отдельно. Если мы говорим про передвижной пост, то под каждую ось единовременно подкладываются приборы для взвешивания осей. Далее, если выявляется нарушение правил перевозки, то есть перегруз, попросту говоря, составляется акт и составляется административный материал. Транспортное средство задерживается. Задерживается путем постановки на специально охраняемую стоянку, либо путем постановки блокираторов. Может ли водитель большегруза потребовать у инспектора ГИБДД показать ему свидетельство о поверке весов? Да, конечно. Конечно, на каждом посту имеется заверенная копия поверки весов, и водитель имеет право его затребовать, чтобы ему показали это свидетельство о поверке, ему покажут. К какой административной ответственности привлекаются грузоперевозчики за нарушение установленных правил? Административная ответственность, она предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, статья 12.21 прим. 1. Административной ответственности подлежат как водители транспортных средств, так и должностные юридические лица. Если сейчас посмотреть на экран, то мы видим, что наиболее жесткой ответственности, конечно, подлежат юридические лица, то есть там штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
Но для водителей предусмотрено также лишение на срок от 2 до 6 месяцев. Спасибо. Продолжим сразу после рекламы на ТНВ. Это программа «Татарстан без коррупции». Мы в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Звоните, задавайте вопросы. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы работает электронное голосование. Тема интерактива сегодня: как вы оцениваете весовой контроль в Республике Татарстан, на который предложено 3 варианта ответа. Голосуйте. В конце программы подведем итоги. Лидирует 3-й вариант ответа. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Меня зовут Семен. Вожу молоко на автоцистерне. И вот недавно ко мне пришел штраф с автоматических весов за перегруз. Но вот я не понимаю, как может быть перегруз, ведь в цистерну нельзя молока налить больше, чем в нее вмещается. Как мне быть в этой ситуации? Спасибо. Спасибо. Александр Ну, Викторович. давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что, ну, во-первых, для автоматической фиксации нарушений весогабаритного контроля нет разницы, цистерна это, либо какое-то другое транспортное средство. Я уже приводил примеры. Это важно только их количество осей. Значит, если вернуться к вопросу, заданному сейчас телезрителям по перевозке молока, то, в принципе, можно логически объяснить это достаточно просто. То есть ну, давайте предположим, что это стандартная цистерна. Сейчас не было озвучено, какая была цистерна. Стандартная цистерна, имеющая 3 оси сзади. То есть общая масса у нее 40 тонн должна быть. Это было представлено на слайде ранее. Так вот, сам тягач, масса его 6 тонн. Пустая цистерна весит 5 тонн. Ну и 30 кубов, это, грубо говоря, еще 30 тонн. Соответственно, получается 41 тонна. Вот он и перевес. Ну, отсюда и берется, получается, перевес. То есть допустимо 40 тонн. Спасибо. Как выдают специальное разрешение на движение по региональным автомобильным дорогам Республики Татарстан тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства, Рифкат Нургалиевич? Ну, хотел бы разделить. Есть тяжеловесный, есть негабаритный, как вы сказали, груз, и есть некоторые особенности. Но, к сожалению, сегодня наш, так скажем, грузоперевозчик, правда, потихонечку мы уже отучили от того, что они должны, так скажем, своими ногами приходить и, так скажем, вручную сдавать заявление на получение разрешений. Необходимо что сказать? Что, во-первых, конечно, те, кто уже постоянно возит, те знают те требования, которые необходимы, и те документы, которые необходимы, чтобы сдать для получения разрешений. Первая рекомендация – пешком не приходить, а обращаться на портал госуслуг. Конечно, форма, когда он лично обращается в наше учреждение, это в Казани, в Челнах, в Альметьевске и Нурлат, оно существует. Пожалуйста. Но все-таки нужно пользоваться порталом госуслуг. Но еще есть такая форма, что если он получает разрешение, в том числе и по федеральным дорогам, то в системе межведомственного взаимодействия он, так скажем, обращается на портал Росавтодора. На какие моменты я хотел бы акцент сделать? Что сегодня складывается такая ситуация, в том случае, если сегодня грузоперевозчик обращается на портал госуслуг, то схема получения, вы видите сейчас на слайде, она будет представлена по времени, которое определено. Это обычно достигает, пожалуйста, слайд дайте, да, до 11 дней. Конечно, мы стараемся это время сократить. Понятно, что в любом случае есть резервы, но, к сожалению, перевозчики всегда торопят, и мы стараемся иногда и за 3, и за 4 дня, но есть вопросы, когда идет задержка выдачи разрешений. В первую очередь вопрос не решен на сегодняшний день или такое достаточно долгое время, это ожидание платежа со стороны грузоперевозчика. В любом случае документы готовятся, счет выставляется, и он пока не представит платежный документ, система не разрешает выдать, так скажем, разрешение. Следующая особенность хотел бы отметить, что если он, так скажем, выполнил все процедуры, оплатил, то он получает, так скажем, в электронной форме электронный эквивалент разрешения. В чем особенность?
по привычке, конечно, многие приходят, и приходят не только из-за того, чтобы получить в бумажном виде, больше акцент делают на то, что сегодня у них бухгалтерия требует и так далее. Я думаю, это, так скажем, со временем пройдет. Но еще раз мы грузоперевозчик предупреждаем, что наличие сегодня, так скажем, электронного эквивалента разрешений позволяет им перемещаться по дорогам, региональным дорогам Республики Татарстан. Действительно, такая форма и планируется использоваться и на федеральных дорогах в перспективе, но на сегодняшний день пока на региональных дорогах есть соглашение с госавтоинспекцией, что сегодня достаточно наличия номера или номера электронного разрешения, или даже госномера с любого передвижного пункта, стационарного пункта, с любого рабочего места инспектора ДПС мы можем проверить наличие этого электронного эквивалента разрешения. Поэтому, соответственно, конечно, рекомендации здесь однозначно нужно пользоваться электронными услугами. Это тяжеловес. Следующее, я думаю, у вас вопрос будет, так скажем, получение разрешения на негабаритный груз. Он в основном ничем не отличается, форма обращения такая же, но я попрошу схему показать по негабаритному грузу. Особенность в том, покажите, что пожалуйста, 10-й слайд. Здесь необходимо будет пройти процедуру согласования с госавтоинспекцией. Соответственно, в связи с этим, конечно, это вот 15 дней, это максимально. Еще раз, мы стараемся везде на каждом этапе минимизировать. И с госавтоинспекцией есть договоренность. То есть, если процедура согласования не требует там участок не очень протяженный, что если там нет там сложных, так скажем, то, что связано с проездом этого негабаритного груза, конечно, это время намного сокращается. Здесь тоже рекомендации есть к нашим перевозчикам. К сожалению, существующее программное обеспечение, которое сегодня мы используем, требует, чтобы перевозчик на руках, вот в данном случае, имел сканированное, так скажем, вот это разрешение. То есть он просто достаточно сканирует. Это связано с тем, что после того, как в базу данных попадает электронный эквивалент разрешения, он потом согласовывается у, так скажем, у госавтоинспекции. И это согласование госавтоинспекции, это живьем, оно получается только на, так скажем, разрешение на проезд. И в связи с тем, что мы проверку проводим только на наличие разрешения, соответственно, чтобы у инспектора ДПС не возникал вопрос перевозчику, согласованный с госавтоинспекцией, он должен иметь сканированный вот этот документ. То есть это особенность. Хотел бы отдельно, буквально коротко сказать, что сегодня разрабатывается программа обеспечения, которая позволит намного быстрее оформлять специальное разрешение, в том числе то, что связано с госавтоинспекцией. То есть это будет единая система, будет личный кабинет, намного проще будет грузоперевозчикам, намного будет проще межведомственному взаимодействию. Но я думаю, что это буквально у нас пилотный проект сейчас в конце октября начинается. Ну, я надеюсь, что в ноябре мы все это, увидим результаты. Так почистим все, да, и в конец года, с 1 января, мы будем работать в новой форме выдачи разрешений. Будет удобно, еще раз, если сегодня перевозчику постоянно приходится давать информацию по каждой машине, а у некоторых они десятки, сотни, то наличие личного кабинета позволит перевозчикам упростить процесс получения разрешения. Спасибо. 570-50-75. Телефон прямого эфира. Если есть телефонный звонок, мы готовы его принять. Есть нам подсказка телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я представитель транспортной компании. Вот у нас на нашей машине весовой контроль показал перегруз по осям. У меня вопрос такой. Как быстро приходят штрафы за перегруз? И кто их направляет нам, перевозчикам, ГИБД или какое-то другое ведомство? Спасибо. Спасибо. Александр Викторович. Давайте, да, наверное, я. Но в любом случае, при выявлении перегруза на стационарных либо передвижных постах административный материал составляется инспектором дорожно-патрульной службы немедленно, и копия вручается водителю. Поэтому водитель, он информирован о времени и месте, потому что это указано в рассмотрении данного административного материала. То есть у водителя копия на руках. В случае выявления
административного правонарушения, скажем так, прибором, работающего в автоматическом режиме, такие постановления будут рассылаться, как и по другим видам нарушений, центрами автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Ну или, как попросту говоря, письмо счастья. Так вот, они доставляются через почту, тоже установленный законом срок, но хотелось бы порекомендовать, в Республике Татарстан уже давно применяется такая форма, как электронная рассылка. То есть граждане в день вынесения постановления могут получить на свою электронную почту информацию, что в отношении них вынесено постановление, которое зафиксировано приборами, работающими в автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения, в том числе и весового контроля. При этом у граждан появляется возможность в кратчайшие сроки воспользоваться льготным сроком оплаты, то есть в размере 50%. Ну и пропадает, скажем так, необходимость стоять в очереди в отделениях почты, чтобы получить это постановление. Чтобы подключиться к электронной рассылке, если это кого-то заинтересовало, конечно, то для этого необходимо обратиться либо в ближайшее отделение госавтоинспекции, либо это можно сделать, получить этот бланк заявления. Покажите нам бланк заявления. На сайте госавтоинспекции. Сайт будет указан сейчас на слайде, то есть это ГИБДД Татарстан.ру. Отлично, да. Спасибо. А чем различаются стационарные и передвижные пункты весового контроля? Ривкат Нургалиевич, вам слово. Давайте, они больше передвижные. У нас на балансе стационарные тоже, я думаю, будет правильно, если я отвечу. Я хотел сказать, что слово стационарный и стационарный, это они в основном размещаются на, так скажем, там, где интенсивность транспортных средств, ну, от 1 тысячи до 7 тысяч транспортных средств. И на сегодняшний день, как уже здесь была приведена статистика, имеется 12 стационарных пунктов весового контроля в Республике Татарстан, в том числе 12 передвижных. Ну, стационарные, я просто время, понятно, все их видели, это соответствующее, так скажем, сооружение, здания с соответствующим весовым оборудованием, площадками, знаками, организацией дорожного движения, освещением. То есть там все для того, чтобы, так скажем, перевозчик получил услугу для, так скажем, взвешивания. Есть чуть-чуть немного буквально особенность по передвижным. Они больше используются, передвижные пункты больше используются и дислокациях определяется госавтоинспекцией. В тех случаях, когда те или иные участки подлежат объезду, выставляясь в основном там, где, так скажем, они не создают помехи для того, чтобы при проведении замера больших грузных транспортных средств. И еще отдельно хотел бы сказать, что и на стационарном, и на передвижном находится сотрудник госавтоинспекции. И эти наши пункты, они в то же время являются постами ДПС. И они еще дополнительно выполняют функции, которые связаны с деятельностью госавтоинспекции. То есть передвижной весовой контроль – это законно? Да, это законно, Гульнара, конечно. И вообще, как бы, деятельность по весогабаритному контролю, она утверждена приказом Министерства транспорта Российской Федерации номер 119. Так вот, в пункте 4 указано, что посты весового контроля могут быть как стационарные, так и передвижные. Насколько развит весовой контроль на местных муниципальных дорогах? Ну, вообще, установка весового контроля на местных муниципальных дорогах – это прерогатива того исполнительного комитета, того или иного муниципального образования. На сегодняшний день такой весовой контроль функционирует всего лишь в нескольких муниципальных образованиях, и то в большинстве своем в период весеннего ограничения движения грузовых транспортных средств по дорогам, ну, дабы, опять же, сохранить дороги. Но более того скажу, что сегодня, на сегодняшний день, опять же, исполнительным комитетом Альметьевского муниципального образования, Альметьевского района, рассматривается вопрос введения уже весового контроля на постоянной основе. На территории этого муниципального образования. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Могу ли я проехать мимо поста весового контроля, мимо мобильного поста весового контроля, если он без сотрудника ДПС? Спасибо. Спасибо. Интересный вопрос. Ну, во-первых, посты без сотрудника ДПС, они не бывают. В любом случае, на постах присутствуют сотрудники дорожно-патрульной службы, потому что функция, это, в принципе, возложена на госавтоинспекцию по весовому контролю. Это во-первых. Во-вторых, на постах установлены дорожные знаки, которые регламентируют движение именно в местах весового контроля, постов весового контроля. Ну и, соответственно, проехать-то можно, конечно, попробовать, да, но это будет нарушение требований знака, соответственно, административная ответственность. Если водитель отказывается проходить взвешивание, каковы действия инспектора ГИБДД? Вы знаете, как бы зачастую, да, есть такие примеры, когда водители у нас отказываются проходить взвешивание в целях, скажем так, избежать административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, а именно перевозку грузов с нарушением требований законодательства. Но в этом случае действия водителя сотрудникам будут расценены как неповиновение законному требованию сотрудника полиции, а за это уже предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Так, и в протоколе указывается причина – отказ от взвешивания, так ведь? Нет, в протоколе указывается причина именно неповиновения законному требованию сотрудника полиции. Дальше штраф. И есть административная ответственность, да, то есть в виде штрафа до 1000 рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток. Спасибо. 570-50-75, телефон прямого эфира. Также на протяжении всей программы у нас работает электронное голосование. Подключайтесь, голосуйте. В конце программы подведем итоги. В последнее время на дорогах республики ведутся ремонтные работы, из-за чего и движение на определенных участках затруднено. И телезрители спрашивают, когда же это все закончится. Эльдар Рашитович. Так, надо сказать, что не секрет, что количество автомобилей ежегодно увеличивается, и для увеличения пропускной способности мы вынуждены строить, реконструировать, расширять дороги. Для увеличения и ремонтные работы также должны вестись, потому что дороги могут перейти в негодность. На сегодняшний день более 90% работ по ремонту уже завершены. Более того, хотел бы сказать, что исполнители данных работ определяются на конкурентной основе. Условия исполнения контрактов, в том числе срока выполнения работ, также должны быть реальными, для того, чтобы исполнители могли своевременно выполнить работы. Мы надеемся, что участники дорожного движения, пользователи дорог с пониманием относятся к этой работе, потому что она направлена на безопасное дорожное движение, и чтобы водители могли ездить по хорошим дорогам. Спасибо. Мнение населения о безопасности на дорогах отражается и на электронных страницах Государственной информационной системы Республики Татарстан «Народный контроль». Сейчас на связи с нашей студией по телефону уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Харисовна Сабурская. Добрый вечер, Сария Харисовна. Добрый вечер. Сария Харисовна, да, как оценивает население безопасность граждан на дорогах? Каков характер обращений? Действительно, в информационную систему достаточно много поступает обращений именно по категории республиканских муниципальных дорог, а также организация дорожного движения. Вот достаточно сказать, что только в текущем году за 9 месяцев было разрешено более 7300 заявок, касающихся строительства и ремонта дорог. Это значительно больше, на 21% по сравнению с 2017 годом. Но при этом все еще и поступили новые заявки, более 11 тысяч заявок. Это говорит о том, что действительно требуется еще большая работа для того, чтобы безопасность дорог, она соответствует сегодняшним стандартам. Но по организации дорожного движения также более 2000 заявок разрешено. Это то, что касается граждан по установке дорожных знаков, нанесения разметки. Или же дороги новые строятся, и сразу же на этом дорожном полотне необходимы полосы препятствий. И об этом гражданам сообщает в систему «Народный контроль» для дальнейшей реализации данных проблем. Сария Харисовна, на ваш взгляд, почему так происходит? От незнания, неумения или слабой работы на местах?
Вы знаете, бывает по-разному. Вот приведу только один пример. У нас администрация Вахитовского и Приволжского районов вот почти 3 года рассматривали одно уведомление, где просто надо было поправить знак. Уступите дорогу, он висел не прямо, а, как мы говорим, вверх ногами. Вот что для этого надо было? Денег там не нужно было. Нужно было просто своевременно увидеть данную заявку, проконтролировать ее и разрешить можно в течение 1 дня. Конечно же, заявка решена. Поэтому одной из проблем, на мой взгляд, это отсутствие должного надлежащего контроля. Своевременно не просматривается, видимо, то количество уведомлений, оно действительно достаточно большое. Но и другой, конечно, вопрос – это отсутствие достаточных финансовых средств. Потому что если заявка поступает в середине года о необходимости строительства новой дороги, вы понимаете, что бюджетный год, программы сформированы, и поэтому оно уже устанавливается срок исполнения, возможно, на следующий год, а может быть даже через 2 года, особенно когда новое строительство поселков идет, где еще застраивается улица, поэтому, конечно, там более долгие сроки рассмотрения данных заявок. И что предпринимает служба уполномоченного по правам человека для минимизации числа нарушений со стороны чиновников? Конечно же, ежедневный мониторинг, прежде всего, мы осуществляем вот по всем заявкам, которые к нам поступают совместно с органами исполнительной власти, муниципальной власти, с модераторами категории. Это и выездные семинары, и просматривание по отдельным районам конкретных заявок. Там, где требуется решение проблем на уровне правительства республики, мы обращаемся о необходимости решения тех или иных проблем. Более того, у нас правительственная комиссия по безопасности дорожного движения, где также я иногда выступаю по тем проблемам, которые есть, и необходимо решение именно правительственной комиссии. Но еще один фактор, на мой взгляд, контроля, это то, что сегодня есть ежеквартальные показатели результативности деятельности органов исполнительной власти, которые просматриваются Министерством экономики, и дается оценка работы каждого муниципального образования и органа власти в республике. Спасибо. Напомню, на связи со студией по телефону была уполномочена по правам человека в Республике Татарстан Сария Харисовна-Сабурская. Не случайно дорожную сеть образно сравнивают с кровеносной системой живого организма. Ведь от строительства и реконструкции дорог, развития транспортной инфраструктуры зависит динамика и эффективность решения экономических и социальных задач в регионе. Ильдар Рашидович, повлиял ли кризис на дорожную отрасль? Так, как представитель управления дорог, трудно оценить влияние кризиса на всю экономику, в том числе дорожную отрасль, потому что мы осуществляем функции заказчика достаточно узко в нескольких регионах. Вместе с тем, мы уверены, что кризис, как и на дорожную отрасль, как на часть дорожного хозяйства, конечно же, оказывает влияние. Дорожное строительство в гораздо большей степени зависит от государственного заказа, чем другие рынки. Поэтому любое снижение выделения средств на дорожную отрасль негативно отражается на организации дорожных. Вот мы видим как раз и новые построенные дороги, и, конечно же, и результат очень хороший. Да? Татарстан является образцовым регионом по развитию объектов дорожного сервиса. Такой вывод сделали эксперты по результатам исследования отечественного и зарубежного опыта развития сферы дорожного сервиса. Каковы правила в этом направлении? Да, действительно, стоит согласиться, что Татарстан является лидером в этом, потому что Федеральное дорожное агентство ежегодно проводит конкурсы на звание «Лучший объект дорожного сервиса», и по итогам даже прошлого года 2 объекта заняли первые места. Это говорит о том, что организации следят за своими объектами, и контроль тоже осуществляется надзорными органами. Вместе с тем, для того, чтобы разместить объект дорожного сервиса, необходимо в первую очередь обратиться за согласованием предстоящего размещения объекта. Если это касается федеральных дорог, рядом с федеральными дорогами в Республике Татарстан, то в наш адрес с заявлением есть порядок, перечень документов, которые должны быть приложены к заявлению. Мы после представления данных документов направляем в Федеральное дорожное агентство пакет документов, и к нам от Федерального дорожного агентства поступают положительные и отрицательные заключения. Если заключения положительные, то мы выдаем технические условия и на предстоящее размещение. Также, если предстоит размещение объекта, он подразумевает примыкание к федеральной дороге, именно съезд-выезд будет осуществляться именно через федеральную дорогу, то заключается договор присоединения объекта к дороге с взиманием единоразовой платы
в размере, установленном Министерством транспорта Российской Федерации. Хорошо, давайте прям пошагово посмотрим каждый этап. Я решила, допустим, построить кафе или автозаправку вдоль федеральной трассы. Каковы мои действия? Самое первое. Я должна обратиться к вам, я должна обратиться в муниципалитет, или я должна обратиться в ГИБДД? Первые действия, самые первые. Первые действия, мне кажется, все-таки ознакомиться с требованием нормативно-правовых документов. Где я их могу найти и увидеть? На нашем сайте есть раздел. Далее необходимо определиться с местом, то есть где планируете разместить данный объект. После этого необходимо сформировать пакет документов. Он также является форма заявлений, документы, которые необходимы, должны быть приложены, содержатся на нашем сайте. Это заявление, документы за земельный участок, технический план с предстоящим размещением объекта, с указанием объекта и примыкания. Далее данные документы направляются в наш адрес. Результаты данного обращения будут готовы в течение 30 дней. И после того, как продолжим дальше, выдается согласование. После этого, в соответствии с этим согласованием, разрабатывается проектная документация, которая также согласовывается. На все про все сколько у меня времени займет это все дело? Пока я собираю документы, весь пакет документов, согласовываю, получаю разрешение. Сколько дней, месяцев, лет? Все-таки разработка проектной документации, это ведь не так быстро, поэтому до строительства можно за полгода дойти. Мы, конечно, свой ответ даем в течение 30 дней, а дальше уже потенциальный владелец, он разрабатывает проектную документацию, он может ее сам разработать, может обратиться к тем же или иным проектным организациям, которые в состоянии это сделать. Хорошо. Что касается рекламных конструкций вдоль дорог, вот в этом плане какие требования? Требования рекламной конструкции на федеральном управлении. Сколько должно быть расстояние от обочины до рекламной конструкции? Такой от обочины нет, а вот именно от бровки земполотна, он получается, бровка земполотна – это место сопряжения обочины и откоса. На дорогах первой категории расстояние должно быть не менее 15 метров, на остальных дорогах не менее 10 метров. 15 метров, это же у меня уже конструкция в лес уйдет практически, так получается? Что же мы увидим на самом деле? Спасибо. Каково мнение на этот счет Федеральной антимонопольной службы? Сейчас на связи с нашей студией заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Рузалин Хабибуллин. Добрый вечер, Рузалин Рамилович. Добрый вечер. Рузалин Рамилович, много ли нарушений по установке рекламных конструкций вдоль федеральных, республиканских и муниципальных дорог? Нарушений достаточно. Выявляем мы их в ходе собственного мониторинга, по жалобам заявителей, а также в ходе плановых проверок управления. Есть случаи, когда в рамках выезда находим конструкции, которые установлены самовольно, без согласования с муниципалитетом и без участия в проводимых для этого конкурентных процедурах. В соответствии с действующим законодательством это все должно происходить на конкурентных основах. В поле зрения нашего управления в 2017 году попали 19 муниципальных районов Республики Татарстан. Были у нас дела возбуждены, и сейчас вынесено решение, выданы предписания на демонтаж, на утверждение схемы размещения рекламных конструкций. Много ли фактов демонтажа незаконно установленных конструкций, за последние полгода? Это прерогатива, в первую очередь, органа местного самоуправления. По демонтажу они в соответствии с нашим предписанием должны демонтировать данные рекламные конструкции. Но не всегда муниципалитет соглашается с нашим мнением, но в пользу нашего управления говорит, опять-таки, громкое дело в Набережных Челнах. Дело было рассмотрено в 2015 году. В общей сложности с судами оно в 2017 году завершилось и завершилось в пользу нашего управления. Суд поддержал нашу позицию. Что предпринимает Федеральная антимонопольная служба для предотвращения нарушений впредь? Мы направляем органам местного самоуправления ежеквартально методические рекомендации, в том числе как раз-таки по факту нарушения по рекламным конструкциям, но не всегда они реагируют, органы местного самоуправления. Спасибо. На телефонной связи со студией был заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы Республики Татарстан Рузалин Хабибуллин. Скажите, пожалуйста, кто выдает разрешение на установку рекламных конструкций вдоль дорог? Ильдар Рашитович. Разрешение на установку рекламной конструкции в соответствии с законом о рекламе выдается органам местного самоуправления, на территории которой планируется размещение рекламной конструкции. Можно ли заранее узнать о лучших местах для рекламных конструкций? С помощью каких инструментов? Как таковое, лучшие места или худшие места нам, конечно, неизвестны.
потенциальные владельцы рекламных конструкций самостоятельно должны определять, где они хотят разместить. И участвовать в торгах, которые проводят органы местного самоуправления. И, то есть, как много говорили о том, что город Казань проводил торги, заработали то ли миллиард, то ли больше. А, кстати, Росавтодор тоже участвует в торгах, так ведь? Проводите вы торги? Росавтодор мы, конечно, пока торги не проводили, но вместе с тем планируем в 2019 году проведение таких торгов на 24 места размещения в Республике Татарстан и 5 в Республике Марий-Эл. Пока не проводили. Но планируем, сейчас ведется оценка, то есть независимыми оценщиками, по какой стоимости проводить торги. Ну, надеюсь, если мы где-то ошибемся, антимонопольная служба нас поправит. Спасибо. Существует ли какой-то план, концепция развития весового контроля в Республике Татарстан? Вот этой системы. Рифкат Нургалиевич, Александр Викторович. Существует ли проект развития системы весового контроля? Может ли, Дарашевич, вы расскажете? Ну, единственное, вот могу сказать, что озвучивались планы о том, что на федеральных дорогах планируется до 2021 года создание сети автоматических пунктов весового контроля, 387 штук, из которых 7 планируется в Республике Татарстан. Спасибо. Где можно узнать о всех правилах прохождения весового контроля, о придорожном сервисе? Где это можно? Есть какой-то единый инструмент? Вот зашел и все узнал. Александр Викторович. Да, ну, есть сайты. Есть сайт у нас услуги tatarstan.ru, где можно узнать всю последовательность действий для получения специального разрешения на получение разрешения выдачи согласия на строительство объектов придорожного сервиса, эксплуатацию полос отвода. И есть сайт также ГИБДД tatarstan.ru. Тоже эту информацию можно получить. Кроме того, такую информацию можно получить, я думаю, Рифкат Нургалиевич подтвердит, в пунктах выдачи разрешений на перевозку, в том числе и крупногабаритных тяжеловесных грузов, и выдачи разрешений на придорожку, которые расположены в городе Казани, Набережные Челны, в городе Альметьевск и Нурлат. Пункты весового... И на сайте. Да, на сайте. Ну, естественно, да, который на мы как раз указали, видно на протяжении всего эфира, мы как раз показывали этот сайт, думаю, что люди записали, запомнили. Вообще на карте России пункты весового контроля как обозначены? Есть карта Росдормониторинга. Это рядом слайд есть. Это пункты все обозначены. Есть как раз, вот мы видим слайд, и видно, как обозначены пункты весового контроля. Они действительно обозначены на сайте Росдормониторинга, так ведь? Да. Их можно также увидеть. На протяжении всей программы у нас работало электронное голосование. Как вы оцениваете весовой контроль на дорогах Республики Татарстан? 3 варианта ответа. И лидирует второй вариант. Усложнили вы все-таки жизнь перевозчиков? Ваше обращение к нашим телезрителям, к перевозчикам. Вам слово. Ну, как я и говорил в самом начале передачи, то, что, скорее всего, респондентами являлись как раз грузоперевозчики и водители, и они оценивают это с своей точки зрения, при этом не учитывают, что действительно качество дорог все-таки сохраняется и улучшается по сравнению с другими субъектами. Поэтому результаты голосования, они сами говорят сами за себя. Ну, как бы то ни было, что значит усложнили? Хорошо, Рифкат Деятельность прозрачна, и Добавьте, я бы пожалуйста. в итоге попросил бы в конце передачи еще раз показать те именно сайты, слайд со сайтами, где Покажите можно нам, все это пожалуйста, узнать. Но, сайт, да, Рифкат Нургалиевич? буквально коротко, я бы хотел сказать, что изначально я сказал, что перевозчик имеет транспортное средство определенной грузоподъемности 40, 50, 60 тонн, и когда он грузит 25, 30, 35 и не может ездить, конечно, ситуация для него не очень хорошая. Поэтому изначально прогнозируемо было, что это не в пользу перевозчиков. А сегодня, я думаю, основные телезрители – это перевозчики. То есть качество дорог, да, лучше, но лучше бы строили дороги с лучшей нагрузкой, и таких вопросов не было. Но, к сожалению, у нас все по-другому все решается сегодня. Да, Рашидович, вы как считаете? Ну, все-таки, говорят, усложнили жизнь. Но это говорит о том, что контроль надлежаще осуществляется. Это также видно, что мы по федеральным дорогам за прошлый год выделили 6,5 тысяч разрешений. В этом году за 9 месяцев более 7 тысяч. То есть налицо динамика увеличения. Получается, перевозчики переходят в белую, получают разрешение.
Рустам Камилович, вам слово. Я хотел поблагодарить наших участников, телезрителей за активное голосование, за звонки, за вопросы. То, что, конечно, чуть негативно, возможно, оценили, но, тем не менее, эта работа нужная, она необходима. Все мы ездим по дорогам, то есть и дороги должны соответствовать всем требованиям. Спасибо. На протяжении всей программы у нас работало электронное голосование, принимали мы сообщения на электронную почту нашей программы. Очень много было телефонных звонков сегодня во время эфира, и слышно было, как действительно работали наши операторы, работали наши помощники, и представители ГИБДД, и представители ГБУ «Безопасность дорожного движения», и Росавтодора, и Управление президента по Республике Татарстан по антикоррупционной политике. Много было звонков. На все вопросы вы, уважаемые телезрители, получите в ближайшее время ответ. То есть ни один звонок, ни одно обращение сегодня в рамках сегодняшнего эфира не останется незамеченным. Кроме того, те сообщения, которые придут даже по окончании нашей программы, вы также получите ответ. Что ж, наша программа подошла к концу, и тема действительно актуальная. Об этом говорят и результаты электронного голосования, и интерактивы, и многочисленные ваши звонки. Я прощаюсь с вами, благодарю гостей за эту беседу в студии. Всего вам самого наилучшего и до скорых встреч на ТНВ.